Здравствуйте, меня зовут Санджар. Нет денег на патент. В условиях пандемии, охватившей сегодня весь мир, денежные переводы работающих трудовых мигрантов в России снизились почти до нуля, что существенно ощутимо для их семей в странах Центральной Азии. По данным Национального банка Таджикистана, НБТ, объемы денежных переводов из России за 2019 год составили 2,7 миллиарда долларов, а это равняется годовому бюджету Таджикистана. По анализу НБТ, в 2020 году эта цифра должна была увеличиться до 3 миллиардов долларов, однако коронавирус внес свои коррективы, что в абсолютной форме картинка поменялась, тем самым денежные переводы снизились до исторического минимума. Такси, арендовал машину. Я здесь семья, снимаю тоже квартиру. Ищу работу, пока не могу найти работу на эти. Введение на территории России жесткого режима самоизоляции привело к тому, что большинство трудовых мигрантов остались без работы. То есть больше половины. В России 2 миллиона трудовых мигрантов. Вы себе можете представить, что если это экстраполировать на российскую ситуацию, это 1 миллион человек, выброшенные с рынка труда. По мнению директора Института социально-экономических исследований Российской академии наук ИСПИ-РАН Сергея Рязанцева, сложившаяся ситуация может привести к социально-экономической нестабильности в странах Центральной Азии. Семьи поддерживаются за счет переводов из РФ, и сейчас они теряют источники дохода. То есть это провоцирует бедность не только среди мигрантов, живущих в России, но и их семей на родине. Кроме того, это будет иметь последствия в виде социально-экономической нестабильности в этих странах, считает эксперт. Не знаю, я не думаю, что сейчас мы должны давать какие-то прогнозы, потому что ситуация, она меняется, во-первых, очень быстро. Во-вторых, сейчас мы видим обратный